Футболисты Санкт-Петербургского «Зенита» проиграли Дортмундской «Боруссии» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Германии и завершилась со счетом 2-0. Авторами забитых мячей стали Джейдон Санчо и Эрлинг Холланд. В таблице группы F российский клуб идет на последней строке, не набрав ни одного очка. Возглавляет квартет итальянский «Лацио», имеющий в активе 4 пункта. Столько же очков у бельгийского «Брюгге», идущего на второй позиции. «Боруссия» с 3 баллами идет на третьей строке. В следующем туре предварительного раунда турнира подопечные Сергея Симака на своем поле примут «Лацио». Встреча состоится 4 ноября. Не смог набрать очки и другой российский клуб, выступающий в Лиге чемпионов. Краснодар на домашней арене со счетом 4-0 проиграл лондонскому «Челси». Результативными ударами отметились Каллум Хадсон-Одой, Тимо Вернер, Хаким Зиеш и Кристиан Пулишич. Англичане в двух турах набрали 4 очка и лидируют в группе И. На второй позиции располагается испанская «Севилья», на счету которой тоже 4 пункта. Далее идут Краснодар и французский «Рен», у которых по 1 баллу. В матче третьего тура 4 ноября российский клуб в гостях сыграет с «Севильей». А вот результаты других встреч игрового дня. ПСЖ в гостях обыграл Истанбул Башакшехир, забив 2 безответных мяча. Ференцварош и киевская «Динамо» сыграли в ничью со счетом 2-2. Ювентус дома уступил Барселоне 2-0. Манчестер Юнайтед на своем поле разгромил Лейпциг 5-0. Севилья на домашней арене добилась минимальной победы над Ренном 1-0. И Брюгге поделил очки с Лацио, сыграв в ничью со счетом 1-1. Московская «Динамо» со счетом 3-2 победила омский «Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе хозяев льда шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий, Оскар Линдберг и Данил Тарасов. У проигравших дублем отметился Сергей Толчинский. Эта победа стала для «Динамо» 500-й по счету в рамках КХЛ. Клуб занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 19 встречах. Омские хоккеисты идут вторыми на Востоке, имея на счету 29 пунктов после 21 игры. В следующем матче динамовцы на выезде сыграют с ярославским «Локомотивом», а «Авангард» в гостях встретится с московским «Спартаком». Россиянин Данил Медведев выиграл у Джейсона Джанга из Таиланда в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Вене. Встреча завершилась со счетом 6-3, 6-1. В следующем матче российский теннисист, посеянный на турнире под 4-м номером, сыграет с канадцем Вашиком Поспишилом. В данный момент 24-летний Медведев занимает 6-е место в рейтинге ATP. На его счету 7 побед на турнирах под эгидой данной организации. Высшим достижением россиянина на стартах серии «Большого шлема» является выход в финал прошлогоднего открытого чемпионата США. Перейдем к событиям нашего региона. Якутянин Игнат Чамчоев попал в число 12 сильнейших кроссфит-атлетов России по итогам турнира U-Steel Moscow Cup. Об этом сообщает «Спорт Якутии». Соревнования прошли в Москве. Чамчоев выступал в категории «Элит», в которой состязались профессиональные кроссфит-атлеты. На протяжении 2 дней 37 спортсменов выявляли победителей и призеров в различных упражнениях на выносливость. Напомним, Игнат Чамчоев является ведущим кроссфит-атлетом республики. Ежегодно он принимает участие во всероссийских и международных стартах, регулярно попадая в число лидеров. Якутяне завоевали 9 медалей на чемпионате России по шашкам среди лиц с нарушением слуха. Турнир завершился в Зеленограде. Сборная республики под руководством Петра Ушницкого записала в свой актив 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали. 2 награды высшего достоинства и 1 бронзу в копилку команды принесла Саина Юнчанова. По 2 золота и бронзы завоевал Александр Ефимов. 1 медаль бронзового отлива взяла Джулиана Андреева. Стоит отметить, в число призеров попал и наставник команды. На счету Ушницкого 1 серебряная медаль. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!